Перми завершилось 68-е заседание Ассоциации законодательных органов регионов ПФО. Парламентарии Поволжья обсудили внедрение новых технологий в промышленности и развитие сельских территорий. В работе ассоциации приняли участие и председатель Государственного совета Чувашской республики Леонид Черкесов, и председатель Общественной молодежной палаты Андрей Шакулов. Парламентарии рассказали о достигнутых успехах в области технологического суверенитета в своих регионах, импортозамещения, локализация производства, поиск новых партнеров и рынков сбыта. Обсудили и существующие проблемы, которые мешают достичь результатов, а также устранить пробелы в нормативных актах. Замечать эти полезные разработки, которые делают молодые ученые, обеспечивать поддержку как самих разработок, так, в общем-то, и разработчиков, дать соответствующее поручение региональным органам государственной власти, как раз популяризацию науки и науки среди молодых, в первую очередь, сделать нормой, для этого проводить соответствующие мероприятия. В округе ведется активная работа по разработке и внедрению новых технологий в промышленности. 9 субъектов Российской Федерации в ПФО входят в топ-30 регионов страны, которые наиболее активно внедряют инновации. В рамках рабочей программы законодатели округа посетили предприятие «Пермские моторы», которые специализируются на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. Также делегация побывала в технопарке «Кванториум Фотоника» и в Пермской научно-производственной приборостроительной компании, производящей датчики, элементы дистанционных передач, а также сложные бортовые комплексы летательных аппаратов, в том числе навигационных систем различного назначения. Действительно, сегодня и на том, и на другом предприятии молодежь определяет сегодня вообще технологические прорывы, технологическую политику, и это нужно закреплять, и нужно дальше развивать. Молодые ученые, молодые специалисты сегодня уже, все, с кем мы не общались, руководители производств, руководители цехов, это, в общем-то, молодые люди. Молодые люди. И именно они обеспечивают эти прорывы. Значит, нужно создавать дополнительные возможности. Приволжский федеральный округ занимает первое место в стране по промышленному росту. На совещании говорили, что в центре всех изменений и прорывов должен быть человек. Неважно, где он проживает, в городе или в сельской местности. Обеспечить комфортные условия на селе – одна из тем заседания ассоциации. Делаем, чтобы сельские районы развивались, муниципалитеты сельские. Для этого из года в год все больше средств вкладываем. Это инициативное бюджетирование, это поддержка агропромышленного комплекса. Опыт Чувашии в развитии сельских территорий был приведен как успешный пример по многим направлениям. Республика отличается наилучшей подготовкой объектов инженерной инфраструктуры и благоустройством площадок под компактную жилищную застройку. По итогам заседания Ассоциации законодателей ПФО направили председателю правительства Михаилу Мишустину обращение с инициативой разработать федеральную программу ремонта детских дошкольных учреждений в продолжение модернизации школьных систем образования. Татьяна Молокова, Республика.